Здравствуйте все! Добро пожаловать на мой канал. С вами, как всегда, ваша Ольга. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку канала Магия Песка. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на январь и посмотрим, каким будет для вас первый месяц нового 2023 года. Если тема интересна, загадайте на себя. Просто назовите свое имя, так и спросите, каким будет для меня январь. И давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы входят моими руками, открывают для нас то, что сейчас у нас скрыто, и то, о чем желаю услышать и узнать. Так. Вот вы знаете, очень людным для вас будет январь. Вот прям так и хочется сказать. Очень много людей. Кто эти все люди? Ну, смотрите, тут и как свои знакомые, близкие, родные, так и какие-то совершенно незнакомые, посторонние, да, которые тоже, вот смотрите, стремятся быть близкими и родными. Очень много лиц, много людей, даже какие-то столпотворения. И все они крутятся вокруг вас, и вот прям в вашу жизнь, туда-сюда, и ходят потихонечку. Так, ну давайте пойдем сначала. Вот здесь самые-самые близкие, самые дорогие, самый ближний круг. Смотрите, вот у вас месяц начинается именно в кругу семьи. В кругу тех, кого вы любите, кто любит вас, с кем хорошо, с кем приятно. Вот с кем вы можете расслабиться. В этот ближний круг еще два персонажа вот прям просятся, ручки тянут, говорят, ну возьмите нас, пожалуйста, возьмите нас, пожалуйста. То есть два человека, два вот, ну не знаю, чужих, посторонних, может быть просто это ваши знакомые, которые прям так себя проявят в отношении вот вас, что вы их примете как будто бы в семью. Два человека. Вот кто, не могу сказать, но один из них это точно женщина. То есть ваша семья, ваш ближний круг, он разрастается. Причем в очень положительном смысле и очень, так знаете, приятно на душе, вот на сердце очень хорошо. Знаете, у кого-то отыграется, что вернутся люди, да, возможно, вы этих людей знаете, долго не виделись, а тут вот прям начало месяца вас порадует этой приятной встречей, и вы все вместе, и вам хорошо. У кого-то отыграется, как действительно новые люди, как новообретенные люди, да, вот в ближайшем кругу появятся. Но люди очень позитивные, очень. Тут и польза какая-то от этих людей идет, и помощь, и веселье, и вот прямо любовь идет. Да, у кого-то прямо любовь идет. Кому-то январь подарит любовь. Любовь всей вашей жизни. Человека, о ком вы мечтали, хотели и просили рядом с собой. Да? Вот прямо к высшим обращались и говорили, пошли мне, Боженька, пару. Да так, чтобы раз и навсегда, да, чтобы прям вместе и в огонь и в воду, чтобы любили мы друг друга, чтобы ценили мы друг друга, чтобы все у нас было замечательно. Такой человечек появится, девочки, 100%. Вот. И как прилипнет к вам, а вы к нему, и все. И вы друг от друга никогда не отлипнете. Так по жизни вместе и пойдете. Вот прям, как знаете, как это, строевым этим шагом, да, либо как нога в ногу, да, вот нога в ногу вы пойдете. Так, еще у вас вот самые там первые там 5-7 дней это какие-то сплошные праздники. Праздники, развлечения, увлечения, драйв, кайф и сплошное какое-то обжорство идет. Я уж не знаю, где вы такое количество еды найдете и такое количество развлечений.
но прям так повеселитесь, так зажжете, вот прям ярким пламенем у вас год начинается. На таком позитиве вы врываетесь в Новый год, в начало месяца. Ой, держите меня семеро. Давно вы так не веселились, давно вы так вкусно не кушали, давно вы так не развлекались. Вот вы как будто бы себе позволите. Позволите расслабиться, позволите почувствовать себя беззаботным человеком, да, юным человеком, там, ребенком, да, ребенка из души выпустите. Вот, будете удивляться, всему будете удивляться. И вот как первый раз все будете делать, да, первый раз там в снегу там валяться, кувыркаться, там ангелочков делать, там снежки играть, там на елку пойти, на какие-то праздники, конкурсы, мероприятия. Ой, жизнь кипит, фу-фу-фу, слава Богу, вам так нужны эти положительные эмоции. Вы так зарядитесь этим позитивом, вам не то чтобы на год, вам до конца следующей пятилетки хватит. Представляете? Ой, как красиво, ой, как замечательно. И не важно, сколько вам лет. Послушайте, не важно. Вы молодая девушка, молодой мужчина, либо вы уже бабушка-прабабушка, да, прадедушка. Не важно. Важно, что всем будет хорошо и всем будет весело. Единственный аспект, который меня лично смущает, это проблемы с финансами. Кто-то из вас прям очень остро в начале месяца ощутит нехватку денежных средств. Но винить некого, винить некого. Где-то вы допустили слабину и вот прям потратились не в ноль, а в минус ушли. Вот этот аспект, да, он печальный. Поэтому еще раз предупреждаю. Я уже видела такое в отсыпках до этого. Вот, пожалуйста, прислушайтесь и сделайте себе хоть какую-то минимальную заначку. Вот, пожалуйста, чтобы не было грустно, чтобы не было обидно, да, и невыносимо жалко, что вы в свое время об этом не подумали. Заначка очень нужна. Так, деньги придут, но деньги, смотрите, к вам придут только лишь уже где-то ближе к концу месяца, да, будут поступления финансовые. А все это время от начала месяца и до конца нужно же на что-то жить. Если вы надеетесь на своего партнера, будь то муж, будь то жена, будь то дети взрослые, поверьте, у них тоже в карманах будет пусто. Они тоже будут тратиться и потом тоже будут сидеть и думать, ой, где же копеечку взять и как, да, разжиться денежкой. Ой, ой, милые, берегите свои денежки, берегите, они вам очень-очень будут нужны. Так, еще из негативных моментов. Ну вот следствие обжорства. У кого-то могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Вот прям, да, человек себе позволит всего и сразу. Особенно если вам нельзя, да, если вам там приписана диета, если вы страдаете какими-то хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Да, может быть не по себе. Если вы любитель алкоголя, могут быть даже состояния, ну вот, космонавта, да, когда все вокруг крутится, в голове все там жужжит, и вы в невесомости. Берегите, пожалуйста, свое здоровье, берегите. Понятно, что праздник, понятно, хочется развлечений, понятно, что все пьют, и вам хочется выпить, либо вас прямо заставляют выпить, но знайте, пожалуйста, меру. Ну, либо также озадачьтесь какими-то медикаментозными препаратами, которые помогают снимать такие тяжелые состояния. Девочки, у кого муж любит, прям любит, да, любитель, может быть, он и не пьяница, да, может, просто он позволяет себе в празднике расслабиться. Вот вам 100% нужны и медикаменты, и рассолы, и, не знаю, льдом запаситесь, да, потому что будут состояния, когда человек лежит бревном, а вы вокруг него на одной ножке прыгаете, да, чем бы ему помочь. Вот. Планы даже какие-то могут из-за этого нарушаться. Вот. Будьте поаккуратнее. Будьте поаккуратнее, прям следите, чтобы он выше нормы, да, не принимал. Видите, что у него уже перебор идет, так вы его куда-нибудь там отведите на свежий воздух, пусть проветрится, пусть там покушает чего-нибудь жирненького, да, чтобы оно хоть не так сильно, эта интоксикация шла по крови. Важно, девочки, важно следить. Так, девчоночки, вот еще такой момент идет. Вопросик на весь месяц. Смотрите, я вижу, что вы на мероприятии, я вижу, что вы в семье. То есть у вас есть любимый человек, да, муж есть, там, жених у кого-то есть. Какой-то общий друг
ну, и вашего мужчины в пьяном угаре начнет вам признаваться в своих чувствах. Вот прям так и скажет: а я ведь тебя люблю, а я ведь только о тебе думаю, а я ведь только на тебя молюсь. А вы подумаете, что он пьяный. На самом деле человек вам скажет правду. Он действительно давно и безнадежно вас любит. Будет вам над чем подумать, потому что все-таки дело непростое. Возможно, даже помощь чья-то понадобится. Не спешите рассказывать про эту ситуацию своим подругам. Не спешите. Расскажите лучше маме, расскажите сестре, родственнице расскажите. Подругам не рассказывайте. Потому что подруги либо по пьяни могут проболтаться, либо по злому умыслу. Такой я момент вижу. И вижу даже вот прям какую-то сцену, тут, ну, как и сцена ревности, даже какая-то потасовка, да, не дай бог, там до драки дойдет. Вот не надо, не рискуйте, понимаете, не рискуйте. Что-то мне не нравятся ваши подруги, какие-то они, ну, либо безалаберные, да, вот ляпает и не думает, либо злой умысел кто-то из подруг ваших имеет, да, прикрывается дружбой, на самом деле не дружит, да, и дружеских чувств к вам не испытывает. Поэтому не надо, подругам рассказывать не надо, ничего подругам не рассказывайте. Родным, близким женщинам рассказывайте, там можно и посоветоваться, там вас никто не предаст. Вот, а подругам лучше не надо. Не надо и все. Так, еще момент. Вам еще вот получается, да, в начале января какие-то подарки будут приходить, доходить, не знаю, как не успевшие, да, дойти вовремя до вас подарки. Будете, вот первую неделю так точно вы будете еще какие-то подарочки дополучать, может быть, даже и сами будете кому-то что-то додаривать. Вот, приятно, позитивно, интересно и весело. Так, дети. Дети, не оставляйте детей без присмотра. И не оставляйте, пожалуйста, детей на попечении у незнакомых людей, либо людей с ограниченной дееспособностью. Ну, например, да, вы оставляете детей с бабушкой, а бабушка плохо ходит, либо бабушка там болеет, да. Разные бабушки бывают. Вот, оставлять не надо. Я вижу здесь вот как дети, да, вот старший ребенок может какую-то шкоду сделать. Шкоду достаточно серьезную. Вот такое предупреждение вышло. Поэтому, мои милые, не оставляйте. Я понимаю, что это сложно. Я понимаю, что иногда бывают безвыходные ситуации. Но вот старайтесь найти тех людей, кто будет действительно присматривать, контролировать. Ну, либо, я не знаю, может быть, даже кого-то попросить, как нанять сиделку, наверное, да, нянечку нанять. Потому что могут быть какие-то неприятные моменты, не дай бог. Я не хочу про это долго говорить, я лучше это запечатаю, но я вас предупредила. Какая-то шкода может быть. Так, еще. Ну, здесь кому-то придется очень много и долго работать. Вот причем, смотрите, много заказов, много каких-то, как вызовы, да, кто-то по вызовам, возможно, работает. И вот смотрите, как вы работаете, прям с самого утра и до самой поздней ночи. Усталость вашу вижу, чувствую усталость, но денег вы заработаете гораздо больше, чем вы, например, планировали, либо рассчитывали. Если кто-то в вашей семье занимается вот таким видом деятельности, да, вот артисты есть, пожалуйста, этих людей хорошо кормите и с собой собирайте, прям, не знаю, тормозки собирайте, сменную одежду давайте. То есть здесь человек может на работе, ну, либо вымотаться, либо даже какой-то, ну, как от усталости, от ослабленного иммунитета, от тяжелой работы, от стресса, даже какую-то болячку получить. Вот, берегите этих людей. Если вы такой человек, тоже берегите, пожалуйста, себя. Ну, я вижу, что это как необходимость. Вы должны работать. То есть, что бы я вам тут ни сказала, вы все равно будете это делать. Но я вас предупредила, что нужно заботиться о себе. Обязательно. Так. Кому-то придет предложение. Но это уже у нас, мы переходим на вторую неделю. Приглашение то ли по работе, то ли по какому-то собеседованию, то ли... Ну,
Но это что-то с работой связано, может быть, даже подработка какая-то. Очень хорошее предложение. Я вижу, что вам не очень хочется, но вы, пожалуйста, не отказывайтесь. Не отказывайтесь, даже если не хочется. Идите и поработайте, попробуйте. Поверьте, вы не пожалеете, и там вас ждут какие-то, ну, просто замечательные перспективы. Вот. Делайте, делайте, работайте. Так, какой-то запоздалый гость к вам идет. Вижу, у вас какой-то незваный и нежданный гость будет на пороге. То есть этого человека, возможно, вы и видеть не хотите, а может быть, и в принципе не представляли и не думали, да, что человек может к вам заявиться. Вот, придет такой к вам человек, воспользуется ситуацией, да, что вот праздники туда-сюда. Вам будет очень некомфортно с этим человеком. Я вам предлагаю этого человека, ну, либо не пускать в принципе, да, вот прямо видите, что он, дверной глазок, видите, что он, не пускайте. Либо попросить кого-нибудь там из домашних, чтобы этого человека спровадили. Человек почему-то мне идет каким-то вредителем, и человек даже может что-то сделать плохое, начиная там от воровства, заканчивая от, ну, каких-то, не знаю, неприятностей, да, доставить какие-то вам неприятности. Не пускайте. Вот люди, которые вам не нравятся, вот прям не пускайте. Не бойтесь, что там про вас кто-то плохо подумает. Не бойтесь этого. Просто не пускайте этого человека. То есть как бы он вреден вашему дому и вреден вам. Ну, вы поймете, о ком я говорю. А может быть, уже поняли, о ком я говорю. Так, еще девочки, у кого развод был. Развод, и мужчина с вами как будто бы в разных, ну, регионах живет, в разных городах. Смотрите, мужчина, он может приехать к детям, либо попросить, чтобы вы детей к нему отправили. Но что-то он нехорошее замыслил, какие-то плохие мысли, либо он в последний момент передумает, либо вам нужно с этим мужчиной поговорить и поговорить по-хорошему, чтобы вот отказался от своих дурных мыслей. Вот. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Я со своей стороны, конечно, запечатаю, но тем не менее я вас предупредила. Так, еще... Кто будет уезжать? Вот я вижу, что кто-то будет уезжать там, на несколько дней, может быть, на неделю человек будет уезжать. Пожалуйста, проверяйте входную дверь, чтобы все было закрыто. Если у вас несколько замков, закройте на все замки. Если вы в хороших доверительных отношениях с соседями, попросите, чтобы ваши соседи проверяли вашу входную дверь. А лучше заходили вовнутрь и включали электричество. Вот кому-то идет прям такой нехороший момент, да, что могут, ну, залезть в квартиру, да. То есть увидят, что долго света нету, и прям позарятся на вашу квартиру. Вот. Берегите свое имущество и примите меры. Особенно те, кто уже до этого либо что-то замечал неладное, либо кто-то уже страдал от квартирных краж. Потому что вижу, что есть такие люди. Могут быть такие моменты. Кто-то у меня ближе к концу месяца будет собираться в дальний путь. Дальний путь, дальняя дорога. Почему-то вы очень нервничаете, и почему-то вы прям как мандраж идет, и вы думаете, ну вот как правильно поступить, ехать, не ехать, стоит, не стоит, надо, не надо. Да? Прям вот выдохнуть не можете, вот как распирают все в груди. Послушайте, мои хорошие, ехать надо. Дорога, пусть и непростая, но максимально будет удобная для вас. Может быть, вы там с пересадками едете, может быть, действительно какой-то дальний путь, там бумажки, документы, что-то надо будет с собой везти. Ничего страшного не случится. Я вижу, что вы поедете с каким-то больным сердцем, да, с тревогой поедете. Вот. А назад уже будете возвращаться вот на веселе, налегке, да не с пустыми руками. Вот. Не нервничайте, едьте. Ни в коем случае от этой дороги не отказывайтесь. Кто бы что там ни говорил, какое бы настроение у вас в тот момент, момент не будет присутствовать, все равно поезжайте. Поезжайте, вам нужно поехать, обязательно нужно ехать. Так, еще. Здесь у меня какое-то свидание в необычном месте произойдет. Ну, вроде люди как знают друг друга. Вот они договаривались, долго планировали.
женщина с одной стороны едет, а мужчина с другой стороны едет. Вот. Девочки, не морочьте вы себе голову с этим всем марафетом. Вы настолько прекрасны, мужчина вас не видит как фрагментально, да? Он вас видит целиком и полностью. Вот. Что там у вас, усики, синяки под глазами, там, корни отросли, он этого всего не видит. Понимаете? Я вижу, что вы можете так задолбаться, так умориться от наведения красоты, что с такой прям тяжестью поедете на это свидание, с усталостью, и никакого удовольствия не получите. Поэтому выдыхаем. Вы прекраснейшая женщина, да? Особенно если вы вся естественная. Вот, мужчине нужны только вы. Только вы. Вот. Не заставляйте его долго ждать и себя не морите вот этими всеми процедурами красоты. Поезжайте. Кстати, я не рекомендую в январе делать, особенно в первые 3 недели, какие-то процедуры красоты. Ну, там в салонах, во всяких там этих, ну, господи, как они называются, парикмахерских, да, лучше воздержитесь. Потому что результат может быть либо никакой, либо очень печальный. Не знаю, с чем это связано, но сервис, услуги какие-то не очень хорошие идут. Вот прямо из рук вон плохо идут. Если есть возможность воздержаться, конечно же, воздержитесь. Вот, чтобы зря не потратить деньги. Ну ладно, там деньги, да, нервы, да. Для женщины это же так ужасно, когда вас плохо подстригли, либо там делали маникюр, порезали вам пальцы. Ну да, чтобы не нервничать лишний раз и не переживать. Что касается здоровья, ну, кому-то придется посещать всякие лечебные учреждения. Смотрите, в принципе, я не вижу, чтобы вас там плохо встретили, либо плохо к вам отнеслись. Скорее наоборот, как-то вот просторно, людей мало, и вы прям будете ходить, да, и прям удовольствие получать, да, вот как мало людей, как все быстро происходит. Если у вас все уже запланировано, просто прекрасно. Если вам нужно, то смело планируйте и знайте, что все пройдет наилучшим образом. Так, еще момент связан с родственниками, родители, бабушки, дедушки. Ну вот как старшее поколение мне вышло, да? Может быть и не родственники, может быть это ваши соседи, я знаю, либо родственники со стороны вашего супруга. Какие-то будут вам передавать, не знаю, то ли посылки, то ли провиант какой-то вам будут передавать. Ну, совершенно то, что вам не нужно, а вы в таком состоянии, что вы отказаться не можете. Что-то вы прям голову поморочите с этими всеми клунками, пакетами, мешками. И прям задача будет, да, куда бы это все сложить, либо кому это все пристроить. Вот. Главное, что вы не отказываетесь, да, вы не обижаете своих пожилых родственников, знакомых, вот, и все принимаете. Вот это благородно, это очень благородно, и поверьте, вам за это обязательно воздастся. Очень хороший знак, прям посерединочке вышел, знак защиты. Знак защиты. То есть весь месяц вы под защитой светлых сил. У кого-то это ангелы-хранители, у кого-то духи рода, у кого-то действительно силы добра вокруг вас объединяются и вот таким вот прям щитом вас закрывают от всяких неприятностей, от всяких бед, от всяких злодейств, да, и всяких напастей. Закрывать они будут не только вас, но и ваших близких, тех, кого вы любите. Вот если на вас кто в январе там злое подумает, злое скажет, либо злое пожелает, поверьте, этому человеку идет мгновенная обратка, да, вот как об этот щит, да, высших сил ударяется, это зло, и со скоростью света летит в того, кто послал. Ой, много интересных моментов будет. Вот как будто бы январь вскроет все нарывы. Кто к вам плохо относился, кто вам злого желал. Вот эти люди, они будут либо болеть, либо какие-то несчастные случаи будут с ними происходить разной степени тяжести. Вы прям будете ходить и удивляться. Ой, а что случилось? Да, а что с тем случилось? А что с этим случилось? Вот все, кто пострадают в январе, там, заболеют, пострадают, все эти люди к вам негативно относились.
Мне очень нравится этот знак. Он не только на январь идет. Я так понимаю, что вы его через весь год пронесете. Это особый дар, особая благость, которую заслужила ваша душа. И вы заслужили это не только для себя. Ну, еще раз говорю, да, для тех, кого вы любите. Вот все под защитой. На ком был негатив, что бы это ни было, начиная там от порчи из глазов и проклятий, поверьте, январь запустит мощнейшую обратку. Так, что самое важное? Не старайтесь этим людям помочь, не запускайте обратные процессы. Раз вас защищают, раз, скажем так, справедливость на вашей стороне, пусть оно так и будет. Так, еще, кто работает как наемный сотрудник, вас явно ждет повышение. Пусть не в начале месяца, но вот я так понимаю, либо вам озвучат где-то в серединочке, к концу, либо вы уже, серединочка, конец, уже на новой должности присутствуете. Смотрите, будут критиковать завистники. Ну, вы не бойтесь этой критики, вы совсем справитесь. Главное, что начальство к вам очень хорошо относится. Так, у кого бизнес, свой личный бизнес, возможно, январь немножечко застойный будет. Не так, что прям вообще пусто-пусто, но какой-то застой будет ощущаться. Вы не переживайте, дурного не думайте, это просто сезонность. Понимаете, все люди там празднуют, кто-то еще не отошел от праздников. К концу месяца все уже наладится. Вот. Главное, дурного не думать, не переживать и позволить себе воспользоваться этой паузой и тоже хорошенечко отдохнуть. Так, кто у меня не работает, ну, например, в силу возраста, да, человек уже свое отработал, теперь на заслуженном отдыхе. Вам, мои хорошие, столько энергии будет послано, либо вы у себя откроете такой источник энергии, вы как с моторчиком, вы столько всего делать будете. Еще я вижу, что вы какую-то очень глобальную пользу будете приносить людям. Людям, которые рядом с вами, вокруг вас, знакомые, незнакомые, это уже не важно. Важно, что вы очень много каких-то положительных и позитивных дел сделаете. Прям от души, душевно будете делать, и вы знаете, вас будут благодарить. Кто-то подарками, кто-то словами, а кто-то добрыми делами. Вот. Вы знаете, как будто вы понимаете, да, смысл, цель, задачу, и вы ее смело на себя берете. И прям вот этот поток доброты из вас, да еще вот эта энергетика волшебная, ну прям Снегурочка, а кто-то Дед Мороз. Люди вас так и называть будут, да? А кто-то ангелочком будет называть. Очень много хороших и позитивных моментов. Я вижу, что вы совершите, осуществите и подарите тем, кто вас окружает. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.